А знаете, что меня больше всего радует? Птицы возвращаются. Вот 2 года не было воробьев. Вы не обратили внимания, что стало очень мало воробьев? В этом году вернулись воробьи. Вернулись удоды. Причем желтоперые удоды вернулись. С хохолком. Вернулись ласточки уже. А то одно время майнушки до сороки заели город. Невозможно было пройти. Сейчас приятно пройти по тенистым аллеям нашего города. У нас еще есть эти улицы Клубная, у нас еще есть эти все улочки, понимаете? Поэтому, если немножечко где-то настроения нет, я пешком люблю пройти, хотя и ноги болят. Все, я люблю пройти и читать вот эти названия еще улочек, смотреть на эти дома. Я знаю, кто архитектор этих домов. Я знаю, это ты вернула птицу. Высылаю тебе еще порцию воспоминаний. Здесь происходит вымывание, как говорил наш с тобой старый знакомый. Все так же жду тебя, надеюсь увидеть твое лицо, прежде чем забуду, как оно выглядит. К тебе не приеду. В этом городе можно прожить свою жизнь, хотя бы потому, что здесь самое вкусное мороженое в мире. Часто думаю о том, как сложилась бы моя жизнь, если бы этот город принял бы тебя враждебно. И я никогда бы тебя не встретил. Вообще, честно говоря, для меня, положа руку на сердце, хотя я сейчас и пишу о нем песни, а город меня не ласково лично встретил. И по сию пору он относится ко мне не ласково. Я с ним не нашел общего языка, я не буду говорить с людьми. А знаете, вот какая-то фатальная такая вот вещь, что я даже, не знаю, вот как-то, вот есть у людей, у многих творческих людей в судьбах черные люди, да, те, которые каким-то образом негативную тень отбрасывают на их судьбу. Вот в этом городе у меня все не складывается с самого начала. Я сегодня разговаривал с собаками, их возмущают там дуры во дворах. Было много крови, все озеро было в крови. Наш любимый Шакаловск выстоял. Ночью мы разожгли костры и пели песни о черных дырах. Все пили медвежью кровь и говорили: ах, это московское обеспечение, ах, эти 25%. Я был среди них на велосипеде и первым поплыл к дну озера. Остальные спустились позже. На дне нас тренировал дядя Боря, и мы стали первыми чемпионами по подводному велосипедному спорту. Даже были такие вот как районы, вот особенно Новый квартал, там квартиры люди бросали и уезжали. А их даже никто не покупал, даже за копейки никто не мог продать. Собачий хутор назывался. Да, вот собачий хутор назывался. Когда мы сюда приехали, я вообще думала, я в шоке была, понимаете, когда приехала, господи, думаю, куда я попала? Мама, я жила, говорю, в Душанбе. Поселенцы жили. Да, мы как поселенцы, вот какие-то такие. И ничего нету, понимаете, один базар. Да, людям приходилось ехать в Худжат на базар, чтобы элементарно какие-то продукты для питания с того купить. времени он Здесь абсолютно ничего не было. Мама говорит, Чкаловск поедем? Я говорю, нет, Шакаловск поеду. Помнишь, как я взял у деда в тайнике форму офицера СС? Мы заперлись на чердаке, и ты одела на свое обнаженное тело эту форму. В этот момент мне казалось, что мое сердце разорвется. Ты смеялась, а солнце заливало то узкое пространство между нами. Затем ночью мы взяли лопаты и пошли хоронить свое детство в Нижнем парке, в 10 шагах от замка. Тогда мы поклялись друг другу, что никогда не будем жить воспоминаниями, как живут взрослые.
На это вот где-то рассказывают. Друг был, он был не просто не солдат, он был офицер СС, Люфтваффе. Был действительно офицер. И он жил, в общем, далеко, и он, естественно, выше там копателя там, земли, и не могли, он, по-моему, не так и работал. Но, вот, я говорю, люди, которые жили там, немцы, у него было свое хозяйство, то есть им разрешали вести свое хозяйство. И у него была, говорит, такая там тетрадь толщенная, и он там записывал ежедневно, сколько там курочка яичек ему принесла, сколько он корму дал, ну, свиней не держали, вино делали, то есть сколько он там посадил помидоров, кустиков, сколько там сгнило, сколько не сгнило, то есть вот эта точность немецкая, она отразилась на городе. И вот этот немец, вот он говорит, настолько был педантичен, вот он приглашал где-то, говорит, идем, посмотришь у меня, вот у меня здесь вино этого года, вино этого года, все. Вроде такой зажиточный, можно сказать, при тех возможностях, которые ему давали, хотя ему, он говорит, вначале ему это тоже не разрешали делать, то есть потом через какое-то время. Но, говорит, как только Советский Союз развалился, он уехал. Пока город был закрытым, ты была счастлива. После ты все реже стала выходить на улицу. Тебя так пугали те люди, которые заселяли город, что ты писала о них в своих стихах. Мне было тяжело видеть, как ты потихоньку заканчиваешься, как твое красное платье теряет цвет. И я отпустил тебя. А я все так же вожусь с ребятами в ДК. Уже другие, конечно. Они молодцы, любят музыку. Хоть ты и любил этот город, но почему-то никогда не признавалась ему в любви. Здесь всегда люди относились к музыке, к творчеству как-то по-особенному, что ли. Запах, не знаю, атмосфера. Чувствуешь то, что находишься в своем мире, в своем доме. Мне здесь все равно, что бы здесь ни происходило, это как бы мой город. Я люблю вот всем сердцем, всем пониманием своим, но в этот город, он мой город. И как бы дальше свою жизнь я хочу строить именно здесь. Почему ты живешь этой ностальгией? Это все мне напоминает твою татуировку. Возродим былую славу. Тогда нам казалось это хорошей шуткой, а теперь все это кажется печальным. Это была прекрасная жизнь, прекрасная и искусственная. Теперь ее нет, а ты копаешься в обломках воспоминаний. Отпусти это. Ты столько всего помнишь, но забыл, что я умерла. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Где же твое здесь и сейчас? Я скучаю по городу несбывшихся желаний. Как бы я хотела увидеть его, не вторгаясь, не проникая. Лететь невысоко над ним, смотреть на людей, новых и старых. И случайно найти тебя в парке, идти рядом и смотреть, как ты куришь на скамейке. Хотя, может быть, этого всего уже нет. Береги себя и свой любимый соцгород. Который отпущена ночь наполет, телефонная книжка теряет уставшую память. Я звоню наугад, телефон напрягают звонками, все надеюсь, что кто-нибудь где-то на них подойдет. Голосов своих прежних друзей мне до боли родных
Я не слышу в ответ, лишь пустая магнитная лента. Телефонная трубка упрямо молчит из Ташкента и гудками сигналит отсутствие из Ферганы. Телефонная трубка упрямо молчит из Ташкента и гудками сигналит отсутствие из Ферганы. Я звоню наугад, телефонный кручу циферблат, номера извлекаю из памяти дальней кладовки, сорвавшийся палец с отверстия диска неловкий проклинаю, как будто бы он в немоте виноват. Сколько нервов потратил впустую, зови, не зови. Ой. А в ответ лишь бесстрастный компьютерный голос тирана. Позвоните попозже, советует из Зеравшана. Абонент недоступен, доносят из Наваи.